В 1925 году Чувашская автономная область была преобразована в Чувашскую автономную Советско-Социалистическую Республику. И по мысли многих наших идеологов того времени, что она должна была тоже иметь собственную государственную символику, герб и флаг. На рубеже 25-26 года 6 автономных республик РСФСР, в том числе Чувашская республика, предоставили свои герб и флаг, эскиз. И также известно из этой литературы, что они приняты не были. Описание флага, он говорит о том, что он должен быть белого цвета, флаг, с чувашскими золотистыми узорами по краям. Очень интересные и неожиданные это было такое свидетельство, потому что, как я уже сказал, все-таки считали, что в Советской России все флаги должны быть только красного цвета, то есть цвета интернационала, а гербы не отличаться от российских. В марте 1926 года была создана новая комиссия, уже при ЦИК Чувашской ССР. Чувашская республика, как составная часть РСФСР, должна иметь герб в общих чертах, сходный с гербом РСФСР, так как в основном цели и задачи Чувашской республики и РСФСР общие, и поэтому может быть сохранены в гербе ЧССР венок из колосьев, серп и молот. Чтобы оттенить в гербе национальную особенность Чувашской республики, признать необходимым элементами его, кроме венка из колосьев, серпа и молота, пятиконечную древнебулгарскую звезду. Так, в декабре 1926 года была создана новая комиссия при ЦИКе Чувашской ССР, куда вошли уже другие люди. Из-за партийных разногласий покинули его ряд различных деятелей. И было принято новое решение о том, чтобы сделать флаг максимально сходный с флагом РСФСР. Вот мы уже хорошо знаем вот этот на красном полотнище белая вставка, который изображает сурбан. Решение о создании такого флага было закреплено уже в марте 1927 года на Втором Всечувашском съезде Советов. И считается, это наш первый государственный флаг и герб, который вошел в нашу историю.